Жизнь должна быть наполнена книгами, которые наполнены жизнью. В это прекрасное солнечное сентябрьское воскресенье в банкетном зале Юшеляда начала работу одно из самых ожидаемых событий этой осени – 4-я крымско-татарская книжная ярмарка. Праздник интеллекта, праздник знаний, праздник Ее Величества книги и сплошное признание в любви к ней. Программа ярмарки, как всегда, насыщенная и очень интересная. Кто-то из великих сказал: привить ребенку вкус к чтению – лучший подарок, который мы можем ему сделать. Самые главные на этом празднике даже не авторы книг, а дети. Приобщение детей к чтению книг на родном языке – один из приоритетов для организаторов ярмарки. По традиции ее начало – представление книг для детей. Среди них стихи, рассказы, учебные пособия, развивающая литература, медиапроекты по обучению крымско-татарскому языку. Дети становятся читателями на коленях своих родителей. Организатор одного из книжных стендов Делявера Киев говорит, что спокоен за будущее поколение. Родители охотно покупают детскую литературу. Сейчас идет всплеск интереса к ней. Китап меселесі да актуаль, яғни инсанлар тек интернетте, телефонларда отырмайлар, олар адди китапны оқымақ истейлер. Молодой историк и краевед Эльвира Кемал презентовала на ярмарке свою книгу «Миним Гузель Ватаным». По ее мнению, несмотря на невероятное удорожание стоимости печати книг в этом году, печататься все же нужно и очень важно. И такие мероприятия, они на самом деле очень важны для пиар-компании для авторов, потому что наши авторы в основе своей, они очень талантливые, они очень творческие, но немного скромные. И вот такие вот ярмарки, они помогают воплощать потенциал авторов, они дают возможность популяризировать нашу крымско-татарскую литературу и, скажем так, дают мотивацию для авторов писать книги, потому что они нужны, потому что есть потребитель, есть читатель. Дом без книг, как комната без окон. Для семьи Бекировых посещение ярмарки – это уже хорошая, добрая традиция. Мы считаем важным проведение подобных мероприятий для развития наших детей. Допустим, здесь можно найти книжки на крымско-татарском языке. Мы стараемся, сами владеем крымско-татарским языком не в достаточном уровне. Хотелось бы, чтобы наш ребенок разговаривал на родном языке. Игровые зоны, концертные номера детских коллективов и известных исполнителей. Но еще один приятный сюрприз для маленьких гостей ярмарки – сладкие подарки от фирмы «Айнур» и от известного крымского кондитера Эрнеста Аблемитова. На 4-й крымско-татарской ярмарке было представлено 20 новых книг. Среди них публицистические сборники, образовательные проекты, биографическая проза, художественная литература, исторические исследования. Среди них особое место заняли книга Гераи Османы турецкого исследователя Хакана Крымлы и произведение узбекского автора Бахадыра Керимова о Бекире Чобанзаде. Среди крымских авторов, представивших свои книги, Эльмаз Юнусова, Энвер Муратов, языковед Шевкет Юнусов, этнолог Оливье Аблаева. Лейля Хабибулина приехала на ярмарку из Судака. Она автор психологического романа «Души». Мой роман о сестрах. История о двух сестрах, которые переживают разлуку и как они с этим справляются. Это такой артхаусный роман. Смыслы разные на самом деле. Я думаю, что самое главное, наверное, это верность и преданность к близким людям. Лучшей книгой 4-й крымско-татарской ярмарки стало исследование по традиционной крымско-татарской вышивке «Татары-шлеме» Йол-Шаширма. Вообще это искусство очень древнее у нашего народа, поэтому, поскольку оно было таким излюбленным, получило такую разработку. Очень много видов швов насчитывает эта техника, более 100 видов швов. Это говорит о том, что наш народ, наши женщины, бабушки наши любили этот вид искусства и посвящали ему очень много времени. Одна из радостей чтения – это возможность подключиться к общей мудрости человечества. Ведь крымско-татарская книга – это прекрасная возможность поговорить с классиками литературы – Юнусом Кандымом, Шамилем Алидином, Чингизом Дахче. Поговорить и подумать. Бу пек муим бір мирасимдир. Китап бала үчүн, büyükler үчүн шынды.
эр чыккан китап bizler үшін, bizim халк үшін büyük bayramdır. Bir şeyге bakmayıp okumak gerek. Az okuyup ama zevkli okuyup. Мен білесем, бойлы мерасимлер халқымыз үшін пек мұйымдыр. Чүнки бойлы мерасимлерде bizim medeniyetіміздің инкешафыны көреміз, бір-бірімізден таныш оламыз, яны şeyler білеміз. Ve menimce boylы ярмаркалар, олар milli bayramlar dayın keçeler. Yarmalık gerçekten halkımız için böyle bir tırılış konu kabadır. Çünkü o kadar edebiyat, ya o kadar kitap, o kadar yan müellifler, hepsinin tanış olmaya bir fırsat. Hem yan müelliflerge de özünü göstermeye bir meydançık gerçekten Allah razı olsun. Çünkü böylece halkımıza daha faydalı olmaya çareler olan. Один из центров притяжения в зале ярмарки – новая инсталляция известного скульптора Айдера Алиева. Эта инсталляция называется «Ильхам» – «Вдохновение». Здесь изображена стилизованная птица, олицетворяющая народ. Ну, а у народа непростой путь, сложный. Это искусственные лабиринты, препятствия. Но, несмотря на это, все-таки мы нашли вот силы созидать. Если ярмарка прошлого года была посвящена 170-летию великого общетюркского просветителя Исмаила Гаспринского, то нынешняя 80-летию со дня рождения классика крымско-татарской литературы Шакиру Селиму. Творческая встреча, на которой был презентован документальный фильм «Мана Эйкель Коймана», снятый Караденис Продакшн в память этого поэта и переводчика, стала продолжением ярмарки. Баба Шакир Селим, он за всю свою жизнь не провел ни одного юбилея, не получил ни одной награды государственной. Поэтому я очень благодарна организаторам такой ярмарки, что эта ярмарка посвящена моему отцу. И в дальнейшем каждый год мы будем чествовать кого-то из наших известных людей. Dünya bizge bakıp bir kozgen kule Muğaydı çadırda, muğaydı salgır Hasrette yaşamak ne kadar ağır Воспоминания о Шакире Селиме, его стихи, песни, написанные на его слова в исполнении звезд крымско-татарской сцены. Участники творческой встречи как будто погрузились в мир поэта, почувствовали его дыхание, разделили его мысли и чувства. Sen gibi adam maksadına kıska yolunun irişip olamaz. Sen yüksek mertebeye ынтыласың. Шакир Селим – поэт-гражданин. Шакир Селим – поэт-патриот. Поэт, который находился рядом с нами и писал историю нашей души, крымско-татарской души. Потеря такого человека, как Шакир Селим, я именно сказала как человека, сама по себе очень велика. Но такого поэта, такого переводчика, такого критика литературного, такого журналиста, она более чем велика. Вместе с Шакиром Селимом от нас ушла эпоха. И мы сейчас пытаемся эту эпоху сохранить. Праздник книги – это символ возрождения и развития культуры народа. В этом году его в течение дня посетили более 5000 человек. Участие в мероприятии такого масштаба – это и возможность для крымско-татарских предпринимателей и их фирм показать социальную направленность своего бизнеса, поддержав общенациональные проекты. Мероприятия такого формата являются важным событием в культурной жизни нашего народа. Поэтому нашему предприятию радостно также принимать участие в проектах, которые вносят свой вклад в развитие языка, в развитие культуры и в развитие коммуникаций нашего народа. Bu stratejik bir mesele ve gelecekte milletimiz için pek mühim bir şeydir. Onun için biz bu cemaat içinde çalışamız ve bu cemaatın da bizim kazanılan paralarından bir kısmına hakkı var.
Onun için bu gibi merasimlerge her daim yani kolumuz açık. Ну, а кто, кроме как, если не мы? Это очень правильно, это очень важно, и мы с огромным удовольствием принимаем участие в подобных мероприятиях. Обязательно зовите нас. Во-первых, это дело нашей молодежи. Кто, как не мы, поможет, направит, расскажет и поддержит красиво такое мероприятие. Kitap okumak da gerek. En azından kitap okuganda adam düşüne. Kitap adamı düşünmeye niyeti, yollayı. Adam kitap okuganda en azından düşünüyor. Endi hava buledir, adam buledir, renkler buledir deyip kitap okunmasa o'z ana tilimiz da unutulacak. Люди целый год работают, всю жизнь учились, что-то написали, что-то сделали. Мы же имеем право увидеть, что они сделали. Ну, порадоваться за них и за себя, книгу купить. Вот это главное. Если есть книга, которую вы хотите прочесть, но она еще не написана, напишите ее сами. Организаторы ярмарки «Банкетный зал Ешеляда», журнал «Нинкиджан» и студия «Караденис Продакшн» с нетерпением ждут новые книги, написанные на крымско-татарском языке и о Крыме. Мен бек арзу етем, мына бұл кітап ярмалықлары келешекте Қырым-татар кітап күні, кітап байрамына чевірілсін де, иллеки сол сентябрь айында мына böyle бір күнні біз байрам olarak кайдетейік. Для нашего народа, как и для любого другого, книга – это очень большая ценность. Она отражает абсолютно все. Нашу культуру, нашу историю, наш язык, образование. Ну, абсолютно все. Все, что нас окружает, весь Крым. Поэтому нам важно каждый год вообще популяризировать книгу. Книга есть. Есть очень много неравнодушных авторов, которые, несмотря на все сложности, занимаются этим трудом, издают книги. Кто-то из великих сказал, книги – это и поезд, и самолет, это дорога, это пункт назначения и путешествия. Книги – это дом. 4-я крымская татарская ярмарка завершила свою работу. Ее организаторы уже готовятся к 5-й юбилейной. Они обещают, что она будет не менее яркой. Çok yaşamak istesin, Kırım'da yaşa.